Наличие лицензии, договоры о трудоустройстве, налоговый учет и система кассового учета. Под прицелом все городские малые и средние предприятия. Первая точка в списке налоговых инспекторов кафе «Дадю». Предприниматель ведет свою деятельность, используя патент. Первым делом сотрудники проверяют документы и контрольно-кассовую технику. Так, онлайн-касса, В ходе проверки никаких нарушений выявить не удалось. Этот рейд скорее профилактический, цель которого напомнить, что без законного права заниматься предпринимательской деятельностью категорически запрещено. Следующий адрес – один из продуктовых магазинов в центре Назрани. Моментально инспекторы фиксируют нарушения одно за другим. Владельца на месте не оказалось. Администратор заведения также отказался давать комментарий. На просьбу сообщить данные для составления акта налоговики получили отказ. Ну тогда участковую прокуратуру передайте изгибу. По словам сотрудников налоговой инспекции, ранее владелец заведения был неоднократно предупрежден. Поскольку замечания не были приняты во внимание, будут приниматься необходимые меры. Отсутствие госрегистрации, отсутствие кассового аппарата. Оштрафовали по статье 14.1. Передадим списки нарушителей в прокуратуру, МВД, Роспотребнадзор. Поблизости оказалось еще одно заведение – ресторан «Арабика». Нежданных гостей встретила владелица. Говорит, что открыла свой бизнес еще в 2013 году. С первого же дня зарегистрировала недвижимость. Сотрудники налоговой службы в этом убедились. У предпринимателя все необходимые документы в наличии. Контрольно-кассовая техника работает и есть уголок потребителя. Вот такой чек мы должны выдать каждому посетителю без интереса. Имейте в виду, хочет, чек ты должен в любом случае выдать. Контрольно-кассовая техника в первую очередь необходима для потребителя, объясняют инспекторы. Клиент по чеку может вернуть бракованный товар и ознакомиться с лицензией магазина. Эта система повышает доверие покупателей. В ходе сегодняшнего рейда зафиксированы нарушения и даны необходимые рекомендации. Эти мероприятия проводятся на систематической основе. Также проводятся профилактические мероприятия, целью которых является повышение грамотности в сфере налоговых сборов. Если налоговики пока просто консультируют и предупреждают, то при повторных визитах они будут штрафовать владельцев, а администрация может оставить их без коммуникаций. Малика Измайлова, Али Зязиков, Магаз 24.